Мейрамом Избен. Мне, офицеру в отставке, тема защиты Отечества очень близка. В этой связи решил поделиться своими мыслями. Парады, муштра, многодневные топтания асфальта военнослужащими, затратная по финансам передислокация военной техники и личного состава именно для парадов, где теряется служебное и личное время, обслуживающих эту дорогостоящую технику, и при этом явное нецелевое использование ГСМ, все это никак не служит укреплению обороноспособности любой страны. Все ради бахвальства и показухи. Лучше бы солдаты, не отрываясь от службы, продолжали бы повышать профессиональный уровень на своих местах или спокойно отдыхали бы с семьями после нелегкой работы. Такие дни командование воинских подразделений предоставляли бы заслуженные звания и так далее, а финансисты исправно перечисляли бы воинам материальные поощрения в честь праздника. Боеготовность армии не определяет умение красиво стоять в строю или навыками четкого синхронного строевого шага. Даже численность войск уж давно не показывает могущества. Сила армии теперь заключается в их оснащении самыми современными вооружениями и высокопрофессиональным умением обращаться с ними. Современный мир уже очень далек от брутальных рукопашных схваток или героических сабельных кровопролитий, а также от молниеносных танковых сражений пятого поколения войн. Сейчас мир уже давно шагнул в шестое поколение войн, когда наводкой курсора на любой объект в любой точке земного шара, банальными нажатиями на клавиатуре профессионалы совсем не спортивного телосложения могут уничтожить все. Спутники Земли, чувствительнейшей оптикой и другим локационным оборудованием, способны с космоса навести на цели, которые могут быть поражены дорогостоящими крылатыми ракетами сверхдальности. Технологии уже диктуют во всем. Но если рассматривать воинов самых сильнейших современных армий мира, то они обладают большими возможностями, чем у других. В их распоряжении новейшее стрелковое оружие, оптика, связь и современные достижения оборонно-космического комплекса их стран. Такие солдаты никогда не выполняют никаких бытовых операций, как мытье туалетов или уборка территорий или другие. Даже свою постель эти солдаты заправляют как обычные гражданские лица. Все силы и энергия военнослужащих сосредоточены на обучении и использовании сложной техники и практическими тактическими навыками ведения боя. Вместо бесконечных построений и изнурительного ползания по-пластунски, они больше занимаются обучающими тренингами и профессиональными компьютерными программами, развивающими военные навыки солдата. Например, такой пехотинец, находящийся в перестрелке с противником, мгновенно по связи получает точную корректировку о нахождении и возможностях противника, которого тем временем внимательно отслеживают его коллеги с оптики и тепловизоров со спутников. Итог: солдат, всячески поддерживаемый и оберегаемый со стороны своего государства, может быть по потенциальным возможностям равен около сотни его коллегам из неблагополучных стран. Видел парады ветеранов США, где счастливые солдаты, мирно улыбаясь, идут в обнимку и радуются мирной, обеспеченной жизни. Там нет навязчивой агрессивной символики и пышных торжеств с тотальными перекрытиями улиц, а также любых проявлений агрессивности по отношению к другим. Казах жасасын. Этот рассказ я написал 7 мая 2017 года. Постскриптум. Война в Украине полностью перевернула военное искусство. Теперь основными уже являются дроны. Авиация менее актуальна. Когда-то грозные танки вообще уходят в историю. Мне еще много что есть сказать. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал.